Шоклопен бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 65-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасарок. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на группы Абаза Бызжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, приступим к сегодняшнему занятию. У нас с вами сегодня по плану мы с вами пройдем небольшой диалог. После этого у нас будет упражнение на переписывание, и затем отработаем произношение важных звуков с помощью пословиц. Приступим сразу к занятию. Давайте для начала вспомним, как сказать слово «диалоги» на абазинском языке. Диалоги на абазинском языке айтшажараква, да? Айтшажараква. Обратим внимание на то, как пишется это слово, и особенно обратим внимание на выделенные звуки. Давайте попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем правильное произношение выделенных звуков. Начнем с буквы Ч. Да? Буква Ч пишется как Ч, В. Ч, В. Произносится как Ч. Ч, чарта. Запоминаем правильное произношение буквы Ч с помощью слова постель. Ч, чарта. Следующая буква, которую мы с вами сегодня разберем, это буква Ж. Обратите внимание, что буква Ж пишется как Ж, В. Да? С помощью двух согласных. Произношение буквы Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Буква К, которая выделена голубым на слайде, пишется как В, произносится как К. Да? Произношение буквы К мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Разобрали все выделенные буквы слова айтшажараква, то есть диалоги. Еще раз прочитаем это слово, отработаем правильное произношение букв уже в самом слове. Да? Айтшажараква. Приступим к самому диалогу. Шара шабадырума, шта хабадырит. Шара шабадырума, шта хабадырит. Вы знакомы? Да, мы знакомы. Да? Такой вот диалог, начало беседы. Теперь давайте обратим внимание на выделенные буквы. Буква Ш, видите, она два раза нам встречается, выделена таким зеленым цветом. Пишется буква Ш как с помощью двух согласных Ш, В. Произносится как Ш. Запоминаем произношение буквы Ш с помощью слова олень. Олень на абазинском языке шарах. Ш, шарах. Буква Х из слова хабадырит. Букву Х мы запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Х, ха. Обратите внимание, как пишется буква Х. Буква Х пишется как Х, палочка. Букву Т, которую мы видим в конце слова хабадырит, мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Т, сова. Обратите внимание, как пишется буква Т. Пишется она как Т. Шамиль, откуда родом Аслан? Черкесск Далов. Он из Черкесска. Теперь обратим внимание на выделенные буквы. Буква Л. Мы ее запоминаем с помощью слова таз. Лягян. Да? Но в принципе это очень простая буква. Ее можно особенно не запоминать. Л пишется как Л мягкий знак, как и в русском алфавите. Совсем другое дело буква П. В слове даоп. Буква П пишется как П палочка. Мы с вами ее запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. П, прп. Шамиль, Аслан Дабау. Черкесск Далоп. Да? Шамиль, откуда родом Аслан? Он из Черкесска. С этим разобрались. И адресу Дырума. Шта агора доктат таб. И адресу Дырума. Шта агора доктат таб.
Перевод. Ты знаешь его адрес? Да, он живет в центре города. Теперь обратите внимание на выделенные буквы. Давайте постараемся вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Начнем с буквы К. Обратите внимание, как пишется буква К. Для того, чтобы написать букву К, мы используем две согласных. Букву К и букву В. Вместе у нас получается звук К. Произношение буквы К мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К, да? А букву П, которая пишется как П-палочка, нам уже легко вспомнить, как она произносится и как, с помощью какого слова мы запоминаем это произношение этой буквы, потому что она на этом занятии нам встречалась уже не раз. Итак, П, Р. И телефон, а номер Умма у тебя есть? Его номер телефона. Шта, Исамап, Юве. И здесь номер телефона мы с вами читаем не как вот в русском мы привыкли, называя сотни, десятки, да? Нет, мы называем только единицы чисел. Смотрите, мы говорим, вот если на русском, то будет 8, 9, 2, 8, вот как на английском языке, да, 3, 8, 7, 1, 6, 7, 3. Поэтому мы говорим Юве, Ахба, Жба, Рба, Ахба, Хпа, Ахба, Быжба, Зак, Цба, Быжба, Хпа. Вот как мы называем номер телефона. Итак, и телефон, а номер Умма, у тебя есть его номер телефона? Штай самап, Юве. Еще раз давайте повторим. Ахба, Жба, Рба, Ахба. Хпа, Ахба, Быжба, Зак, Цба, Быжба, Хпа. Теперь обратим внимание на выделенные буквы. Да? Посмотрите, в слове «Исымап» мы опять встречаем букву «П». Здесь нам уже легко, да, потому что мы не раз встречали эту букву на сегодняшнем занятии, и мы легко вспоминаем, что букву «П» мы с вами запоминаем с помощью слова «клюква». Клюква на абазинском языке «прп», «п», «прп». Переходим к букве «в» из слова «ев», то есть «записывай». Смотрите, давайте обратим внимание, что буква «В» пишется как «Г», палочка «В». Да? «Г», палочка «В» образует звук «В». Чтобы нам с вами легче было запомнить произношение этой буквы, мы используем слово «гнездо». «В», «вяра». То есть гнездо на абазинском языке «вяра». «В», «вяра». Разобрали выделенные буквы, еще раз давайте прочитаем. И телефон, а номер Умма? У тебя есть его номер телефона? Штай самап, Юве. Ахба, Жба, Рба, Ахба. Хпа, Ахба, Быжба. Зак, Цба, Быжба, Хпа. В принципе, ничего сложного, да? Просто мы привыкли называть на русском языке. Теперь на этом мы завершили наш небольшой диалог, разобрали его, переходим к следующей части нашего занятия. Это переписывание. Сейчас сделаем небольшое упражнение, перепишем небольшой текст, чтобы потренироваться. Итак, переписывание на абазинском языке акхвелхара. Да? Акхвелхара. Давайте обратим внимание на выделенные буквы и постараемся их разобрать. Смотрите, букву К мы запоминаем с помощью слова шапка. К, кылпа. К, кылпа. Буква К пишется как Х твердый знак. Букву В мы запоминаем с помощью слова гнездо. Да? В, вяра. Обратим внимание, как пишется буква В. Буква В пишется как Г палочка В. Букву Г, которая выделена голубым цветом, мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке агапн. Г, агапн. Итак, еще раз давайте прочитаем слово переписывание. Аквелхара. Аквелхара. Теперь приступаем к самому упражнению. Вот я вас призываю, конечно, переписывать то, что вы видите на экране, в комментариях. Так мы с вами сможем достичь гораздо больших, гораздо лучших результатов на наших занятиях. Итак, читаем текст. Дабар Марьят. Дабар Марьят л-Хапшила Рамазан.
Но здесь, видите, все легко и просто. Единственный звук, который может вызвать какие-то сомнения, это звук «х». Давайте обратим на него внимание. Вот как он пишется. Пишется как «х» твердый знак. Да? Буква «х». «Х» твердый знак. Обратим на нее внимание и давайте напомним себе, что букву «х» мы пишем с помощью, как «х» твердый знак, а запоминаем с помощью слова «шапка». «Х» – «хлпа». Дабар Марьят. Дабар Марьят Лхапшила Рамазан. Вот Марьят, а это супруг Марьят Рамазан. Ничего сложного, правда же? Дабар Марьят Лбха Мадина. Дабар Марьят Лбха Мадина. Вот дочь Марьят Мадина. Обратим внимание на звук «х». Видим, да, что буква «х» пишется как «х» палочка. «Х» палочка. Запоминаем произношение буквы «х» с помощью слова «груша». Груша на абазинском языке «ха». «Х», «ха». Теперь давайте еще раз прочитаем предложение, которое мы видим на слайде. Дабар Марьят Лбха Мадина. Вот дочь Марьят Мадина. Дабар Марьят Лпа Рустам. Вот сын Марьят Рустам. Дабар Марьят Лпа Рустам. Вот сын Марьят Рустам. Да? Тоже легкое очень предложение. Если кто-то захочет переписать уже, то можно всегда остановить видео и переписать. Дабар Марьят Лпа Рустам. Вот сын Марьят Рустам. Очень хорошо. Теперь переходим к заключительной части нашего сегодняшнего занятия. Это развитие речи. Что имеется в виду? Сейчас мы с вами разучим несколько скороговорок, которые помогут нам отработать правильное произношение некоторых звуков. Но перед тем, как приступить к самим скороговоркам, давайте вспомним, как сказать скороговорки на абазинском языке. Скороговорки на абазинском языке аласфяраква. Аласфяраква. Обратим внимание на выделенные буквы. Итак, буква «х» в слове аласфяраква. Обратите внимание на то, как она пишется. Пишется как «х», палочка, «в». Произносится как «х». Чтобы нам с вами было легче запомнить, мы такую подсказку себе придумали. Запоминаем произношение буквы «х» с помощью слова «трава». «Х», «хра», «х», «хра». Теперь обратим внимание на букву «к». Букву «к» мы с вами запоминаем с помощью слова «крыша». Да? Обратим внимание, как пишется буква «к». Буква «к» состоит из двух согласных «к», «в». Итак, запомнили. Аласфяраква – это скороговорки. Теперь приступаем к первой скороговорке на сегодняшнем занятии. Это скороговорка, которая поможет нам отработать произношение буквы «к». Буква «к», как в слове «крыша». Да? Вот только что мы с вами проходили эту подсказку. Итак, читаем. Аскуш акута аква аквит. Конеги аквадарбаит. Аскуш акута аква аквит. Конеги аквадарбаит. Теперь давайте сначала, после того, как мы с вами прочитали, разберем все выделенные буквы. Конечно же, первая буква, которую мы с вами сейчас будем разбирать, это буква «к». Пишется она как «кв», произносится как «к». Мы с вами запоминаем правильное произношение буквы «к» с помощью слова «крыша». «К», «крыша». У нас есть еще несколько букв, которые требуют нашего внимания. Да? Буква «г» пишется как «г-палочка». Мы с вами запоминаем ее произношение с помощью слова «весна». «Г», «агапн». «Г», «агапн». Буква «т», посмотрите, в конце слова «агакуит», «дарбаит». Мы видим букву «т». Буква «т» пишется как «т-палочка». Мы с вами запоминаем ее правильное произношение с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». «Т». Букву «г» «конаги». Букву «г» мы запоминаем с помощью слова «чабрец». «Ген», «ге», «ген». Теперь, когда мы с вами разобрали выделенные буквы,
нам с вами станет гораздо легче читать эту скороговорку, поэтому давайте еще несколько раз ее прочитаем и постараемся отработать правильное произношение буквы Х. Поехали. Аскуш акта, аква гакуит, конеги, аква дарбаит. Аскуш акта, аква гакуит, конеги, аква дарбаит. Очень хорошо, молодцы. Переходим к следующей скороговорке. Сейчас будем разбирать звук Х, то есть его звонкий вариант. Мы все с вами знаем, что буква Х, которая вот пишется на ХВ, да, есть звонкий вариант, который читается как Х, а есть глухой, который читается как Х. Сейчас разбираем звонкий вариант. Итак, читаем. Хуа-хуа-хуа-хуа, ткалт ахуа, арах кайцелт, япцерхуа. Хуа-хуа-хуа-хуа, ткалт ахуа, арах кайцелт, япцерхуа. Теперь давайте разберем выделенные буквы. Конечно, в первую очередь разберем букву Х и вспомним, что мы ее с вами запоминаем с помощью слова червь. Червь на абазинском языке хуа, х, хуа. Помимо этого вспомним, что букву Х мы запоминаем с помощью слова шапка. Х, кхлпа, х, кхлпа. Да? Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Пишется буква Т как Т-палочка. Т. Итак, звук Ц, япцерхуа, мы запоминаем с помощью слова дерево. Дерево на абазинском языке цла. Ц, цла. Итак, разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем пословицу. Хуахуа, хуахуа, ткалт ахуа, арах кайцелт, япцерхуа. Хуахуа, хуахуа, ткалт ахуа, арах кайцелт, япцерхуа. Видите, как, в принципе, и не сложно, да? Очень хорошо. Теперь двигаемся дальше. Вот мы с вами сейчас разобрали скороговорку, которая помогает нам правильно отработать произношение буквы Х в ее звонком варианте. Сейчас давайте разберем букву Х в ее глухой вариант, да, который читается как Х. Хола яла гид хуамох. Вох идерва ахуамох. Хола яла гид хуамох. Вох идерва ахуамох. Итак, буква Х пишется как ХВ, точно так же, как буква Х, которую мы запоминаем с помощью слова червь, но произносится она как Х. Х, хуамох, лентяй, да? Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Давайте еще раз напомним себе этот факт. И букву П мы запоминаем с помощью слова клюква. П, Р. Напомнили себе основные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. Хола яла гид хуамох. Ох пидерва ахуамох. Хола яла гид хуамох. Ох пидерва ахуамох. Итак, буква Ч, да? Еще раз напоминаем себе, что букву Ч мы запоминаем с помощью слова чарта, а пишется она как ЧВ. Теперь читаем скороговорку еще раз. Нырчи, герчи, шички, хечки, ачахарта, епта, ечуан. Разбираем выделенные буквы. Давайте поможем себе. Букву Ч мы запоминаем с помощью слова постель, да? Ч, чарта. Букву Г мы запоминаем с помощью слова весна, Г, гапн. Букву Ш мы запоминаем с помощью слова олень, Ш, шарах. И букву К мы запоминаем с помощью слова корма, К, корма. Что еще у нас здесь есть? Смотрите, буква Х, мы ее запоминаем с помощью слова груша, Х, ха. И букву К мы запоминаем с помощью слова крыша, да? Крыша это К. Вспомнили правильное произношение всех букв, которые мы здесь видим в этой скороговорке. Теперь давайте, используя эти подсказки, постараемся правильно прочитать скороговорку.
Нырчи, герчи, шички, хечки, ачахырта, юкта, ячван. Нырчи, герчи, шички, хечки, ачахырта, юкта, ячван. Да? Разобрали произношение буквы Ч. Очень хорошо. Молодцы. Так. Отлично поработали. Теперь на этом наше с вами занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Чзаразхат.